Өзүм 1995 жылы 18 июльда. Я родился в 1995 году в Токтогульском районе. До 7 класса учился в городке Токтогул. Затем продолжил учебу в военном лицее имени Героя Советского Союза Даира Асанова. Высшее военное образование получил в военном институте вооруженных сил страны. После первого курса мне предложили продолжить учебу в России, точнее в Академии гражданской обороны. Вот с тех пор я тесно связан с Министерством чрезвычайных ситуаций. Эки 18 жылы бүтүп ал жакта. Бул жака Бишкек шаарынын 1-Май районуна. Трудовую деятельность начал в 2018 году в отделе МЧС по Первомайскому району. Спасатель МЧС – это призвание, одна из профессий, где случайных людей быть не может. Это те, кто помощь ближним превращает в свою специальность, ежедневно сталкиваясь с новыми чрезвычайными ситуациями, каждая из которых по-своему уникальна, где важно применять знания, умения и навыки, особое оборудование для того, чтобы спасать жизни тем, кто попал в беду и предотвратить ее. Мисалга алсак, бизде азыр Манкажар коктусунда турабыз. Например, мы стоим возле дамбы Манкаджар. После обильных осадков иногда вода прорывается через дамбу, и она большим потоком идет в сторону жилмассива Арчабишик. Конечно, жалко жителей. Все их дворы в вилле и песке. Во многих домах всегда сырость. Мы, спасатели, работаем круглые сутки. Так сказать, стоим на страже. С помощью спецтехники очищаем и ликвидируем последствия наводнения. Это только маленький пример. К сожалению, у нас часто бывают природные катаклизмы, такие как оползни и сели. Никогда не знаешь, когда случится та или иная стихийная ЧП. Главное, чтобы соответствующие службы были готовы. Ошондой учурлар болот. Өзүбүздүн эле Бишкек шаарынын четинде жашаган тургундар. Вы знаете, к сожалению, многие наши граждане не умеют правильно выбрасывать мусор. Кидают куда попало, в арыки, дренажные каналы, даже на улицу. В связи с этим отводные каналы засоряются, и вода течет не по арыкам, а по улицам, а иногда и по огородам жильцов. Хотелось бы обратиться к людям. Просьба всегда перед зимой и в начале весны очищайте дренажные и арычные сети от мусора и занимайтесь благоустройством территории. Ошондой чотып көйлөр каза болуп калган учурларда кездешет тилекке каршы. Мезгилдерде биз постоянно мониторинг жүргүзүп турабыз. Весной появляется опасность селевых потоков в предгорных районах страны. Мы постоянно проводим мониторинг опасных мест и механически очищаем селевыводящие каналы. Летом самая распространенная стихия – это пожары. Также мы при помощи спецтехники стараемся оперативно ликвидировать эти ЧС. Жаз, анан күздүкү бул өзүңүздөр билгендей жамгыр көп жаайт. Андан сырткары дагы элди окутуу боюнча иштерди алып барабыз. Эл көп чогулган жерлерде, мисалы мектеп, больницалар. Также мы постоянно обучаемся и обучаем будущих спасателей. Проводим оперативные учения в таких местах, как школы, больницы, торговые центры и другие спецучреждения. Рабочий график у нас ненормированный, часто работаем круглые сутки, особенно во время ЧС.
куткаруучу бул ардактуу жана гумандуу кесип да. Биз адамдарды куткарабыз, адамдарга жардам беребиз. Мен сыймыктанам өзүмдүн кесибиме, тандаганыма өкүнбөйм. Вот именно сейчас, спустя годы, я понимаю, что я в эту профессию пришел, потому что у меня было стремление помогать людям, предотвращать беду. Я считаю свою профессию одной из самых сложных, так как у нас нет права на ошибку. В нее не приходят случайные люди. Человек на такой службе должен уметь не давать эмоциям захватить себя и оставаться крайне сосредоточенным и внимательным. Учиться и постоянно развиваться, быть физически сильным и выносливым. Для спасателя очень важно иметь дружеское плечо и поддержку. У нас не просто коллектив, мы семья, где каждый доверяет друг другу, поэтому хочется, чтобы у каждого рядом всегда был друг. Карап аттык, ал жерде